Почему все эти бойцы используют одно и то же оружие? Вот хуситы захватывают с ним контейнеровоз. Вот талибы в Афганистане. Чеченцы, сражавшиеся за независимость. Картели, продвигающие свой товар. Сомалийцы, сбившие из него американский вертолет. Никарагуанские контрас в борьбе против сандинистов, которые, в свою очередь, отстреливались из такого же оружия. А либерийский военачальник Чарльз Тейлор раздавал их в качестве подарков в обмен на лояльность. Конечно же, речь о самом культовом оружии на планете – автомате Калашникова, модель 1947 года. Изначально советская разработка, его название – это аббревиатура. Автомат Калашникова образца 1947 года, названный в честь своего создателя – Михаила Калашникова. За более чем 75 лет с момента начала производства АК стал самым распространенным огнестрельным оружием на планете. Его используют диктатуры, повстанцы, ополченцы и военизированные организации на всех континентах, кроме Антарктиды и Австралии. Это самый массовый автомат в истории. Было произведено около 100 миллионов единиц, включая его модификации. Для сравнения, его ближайший конкурент – американская винтовка М-16 и ее варианты были выпущены в количестве всего около 8 миллионов штук. Он стоит на вооружении более чем в 100 странах мира, и он же стал самым смертоносным оружием, когда-либо созданным. От его пуль погибли миллионы людей. Но АК-47 – это больше, чем просто оружие. Это символ антизападной идеологии. Он изображен на флаге Мозамбика, на знамене ливанской Хезболлы, на флаге крупнейшей в истории Колумбии леворадикальной повстанческой группировки и на гербе корпуса стражей исламской революции в Иране. Если бы этот автомат не захватил умы повстанческих группировок по всему миру, заявить о себе как об анти-истеблишменте было бы не так просто, как просто выбрать определенный тип оружия. История его восхождения – это история доминирования на черном рынке. Чтобы понять, как это произошло, нужно погрузиться в историю человека и его творения, отделить правду от мифа и проследить путь, который превратил кусок стали в глобальный символ. Каноническая история создания автомата звучит как идеальный советский миф. Михаил Тимофеевич Калашников, 17-й ребенок в многодетной крестьянской семье из села Курья на Алтае. В 1930 году его семью раскулачили и сослали в Томскую область. С юных лет он проявлял тягу к технике, изучал физику и геометрию, но при этом писал стихи. В 18 лет он уезжает в Казахстан, работает на Туркестано-Сибирской железной дороге, где его интерес к механизмам только крепнет. В 1938 году его призывают в армию. Он проходит курс механика-водителя танка и уже там проявляет свои изобретательские способности. Разрабатывает счетчик выстрелов из танковой пушки и прибор учета моторесурса танка. Последнее изобретение было настолько значимым, что молодого сержанта Калашникова вызвали на доклад к самому генералу армии Георгию Жукову, от которого он получил в награду именные часы. Начинается Великая Отечественная война. В октябре 1941 года в ожесточенных боях под Брянском танк-командира Калашникова подбивают, а сам он получает тяжелые ранения в плечо и контузию. И вот ключевой момент легенды. В госпитале, слушая постоянные жалобы раненых бойцов на ненадежность и частые отказы их винтовок, у него рождается идея. Идея создать простое, безотказное оружие для простого солдата. Так, по легенде, гений-самоучка, движимый патриотическим порывом, подарил своей стране автомат для защиты Родины. Будучи убежденным социалистом, Калашников не получил ни копейки за свое изобретение. Лишь 11 советских наград, сталинскую премию и, много позже, звание генерал-лейтенанта. Это великая пролетарская история, и она была бы идеальной, если бы не одно «но». Это лишь половина правды. Реальность, как это часто бывает,
гораздо сложнее и интереснее. Да, Михаил Тимофеевич действительно был гениальным конструктором, но АК-47 – это плод не внезапного озарения одного человека, а результат жесточайшей конкуренции, коллективного труда и заимствования лучших идей в рамках масштабной государственной программы. Чтобы понять, как все было на самом деле, нужно вернуться в 1943 год. В разгар войны советское командование получило доступ к трофейным образцам нового немецкого оружия – автоматического карабина МКБ-42, предшественника знаменитого СТГ-44. Это оружие использовало так называемый промежуточный патрон, который был мощнее пистолетного, но слабее винтовочного. Это позволяло вести эффективный автоматический огонь на дистанциях до 400 метров, чего не могли обеспечить пистолеты-пулеметы вроде ППШ. Стало ясно, Советскому Союзу срочно нужно такое же оружие. В том же году был создан советский промежуточный патрон калибра 7,62 на 39 мм и немедленно объявлен конкурс на разработку целого семейства оружия под него. Фаворитом в конкурсе на автомат стал конструктор Алексей Судаев со своим АС-44. Автомат успешно прошел испытания, но был слишком тяжелым. Судаев начал работать над облегчением конструкции, но в 1946 году скоропостижно скончался. Его смерть остановила проект и заставила объявить новый тур конкурса. Именно в этот момент на сцену выходит сержант Калашников. После ранения он действительно работал над созданием оружия и даже представил пистолет-пулемет собственной конструкции, который, хоть и был отвергнут, показал его несомненный талант. Его направили для дальнейшей службы на Центральный научно-исследовательский полигон стрелкового вооружения. В 1946 году он представил на конкурс свой первый образец – АК-46. Но он был не единственным участником. Его главными конкурентами были конструкторы Булкин и Дементьев. По результатам первых испытаний автомат Калашникова признали непригодным для дальнейшей отработки. Он уступал конкурентам по кучности и надежности. Казалось, это конец. Но Калашников, проявив незаурядное упорство, добился пересмотра решения и получил разрешение на доработку своего автомата. Вернувшись на завод в город Ковров, он, по сути, создал новое оружие. Понимая, что времени на мелкие исправления нет, он пошел на радикальный шаг, который формально нарушал правила конкурса. Он полностью перекомпоновал свой автомат. При этом многие историки оружия отмечают, что в новой конструкции, представленной в 1947 году, прослеживались удачные решения, подсмотренные как у конкурентов, так и у того самого немецкого СТГ-44. Впрочем, прямого плагиата не было. Это была гениальная компиляция и переосмысление лучших мировых идей, объединенных в единую, невероятно эффективную систему. На финальных испытаниях в конце 1947 года ни один из автоматов не удовлетворял всем требованиям. Автомат Булкина стрелял точнее, но ломался. АК-47, напротив, показал недостаточную кучность, но при этом продемонстрировал феноменальную надежность. В условиях жесточайших испытаний его топили в болотной жиже, посыпали песком, бросали с высоты. Он продолжал стрелять. И комиссия сделала выбор. Для массовой армии, состоящей из вчерашних крестьян, надежность была важнее снайперской точности. В 1948 году было принято решение о выпуске первой опытной партии. Калашникова отправили в Ижевск, на мотозавод, где в обстановке строжайшей секретности автомат именовался «Изделие номер 3». Началась подготовка к серийному производству. Первая партия в 1500 автоматов успешно прошла войсковые испытания, и в 1949 году автомат был официально принят на вооружение под названием 7,62 мм автомат Калашникова АК.
Однако его путь к мировому господству только начинался. Первые годы производство шло медленно из-за проблем с технологией штамповки ствольной коробки. Пришлось временно перейти на более дорогую фрезерованную конструкцию, что увеличило себестоимость. По сути, большинство автоматов, которые мы сегодня называем АК-47, на самом деле его глубоко модернизированная и удешевленная версия АКМ, принятая на вооружение в 1959 году. Именно АКМ стал по-настоящему массовым. А позже, в конце 70-х, появился АК-74 под новый малоимпульсный патрон. Но причина, по которой Калашников захватил мир, кроется не только в его гениальной конструкции, но и в большой политике. Стремясь экспортировать свою идеологию и влияние, Советский Союз начал щедро раздавать лицензии на производство автомата и техническую документацию братским странам. Одновременно он напрямую поставлял оружие повстанческим группировкам по всему миру. Так, страны вроде Польши, Болгарии, Венгрии, Северной Кореи и Китая смогли производить автомат за бесценок. Ирак, Иран, Египет и Куба также стали крупными получателями и производителями, со временем превратившись в региональных поставщиков. Была создана глобальная производственная сеть. Как только были выстроены эти цепочки поставок, 4 ключевых события навсегда закрепили его место в истории. Первое – Венгерское восстание 1956 года. Это был бунт против советской власти, быстро подавленный 60-тысячным войском. Этот конфликт впервые вынес АК на мировую арену, где советские солдаты использовали его для подавления протестов. Мрачный дебют. Затем война во Вьетнаме доказала его абсолютное превосходство в суровых полевых условиях. Север, поддерживаемый СССР, воевал в основном с помощью АК, Юг, поддерживаемый США, использовал новейшую американскую винтовку М-16. В условиях влажных и грязных джунглей М-16 постоянно заклинивала, ржавела и требовала тщательной чистки. АК же работал безотказно. Говорят, некоторые автоматы находили закопанными в грязи месяцами, и после элементарной чистки они были готовы к бою. Распространенное на Западе мнение о том, что хорошо обученная американская армия проигрывает неопытным фермерам с калашами, стало для АК величайшей маркетинговой победой. Третье событие было еще более ощутимой победой для автомата – советское вторжение в Афганистан. В начале войны Калашниковы были только у советских войск. Но вскоре президент США Джимми Картер принял одно из важнейших решений в истории АК. Он уполномочил ЦРУ в рамках операции «Циклон» поставлять антисоветским силам моджахедов сотни тысяч автоматов. Это были в основном дешевые копии китайского, египетского и восточноевропейского производства. По объему полученного оружия на душу населения Афганистан был на первом месте в мире. За время войны через Пакистан в Афганистан поступило автоматов на сумму до $2 миллиардов. ЦРУ даже отслеживало цены на АК на черных рынках Лахора и Пешавара, чтобы оценить, сколько оружия неизбежно уходит налево. После десятилетий войн Афганистан превратился в один из крупнейших узлов мировой нелегальной торговли оружием. И, наконец, когда Советский Союз распался, второй по величине военный покупатель и поставщик в мире перестал существовать. На складах новообразованных независимых государств остались колоссальные невостребованные запасы оружия. Почти 80% этих запасов стрелкового оружия покинули пределы бывшего соцблока, хлынув на мировой рынок. После 1991 года АК вырвался из-под политического контроля. Теперь ему предстояло доказать свою состоятельность на мировом свободном рынке уже не как идеологическому инструменту, а как товару. И он доказал. Его тотальное доминирование на черном рынке держится на 5 столпах. 3 из них мы уже косвенно назвали – доступность, долговечность и эффект колеи.
Доступность. Для обучения требуется минимум времени. Долговечность. Автоматы служат до 50 лет, переходя из рук в руки, из одного конфликта в другой. Эффект колеи, огромное количество уже произведенных АК, дало ему гигантское преимущество на рынке, но остаются еще два столпа. Низкие барьеры для входа на рынок и постоянный спрос. Есть два типа рынков, где доминирует АК – серый и черный. Серый – это когда оружие приобретается легально, но продается незаконно. Часто его покупает торговец оружием с поддельными сертификатами конечного пользователя и отправляет туда, о чем продавец даже не подозревает. Печально известный Виктор Бут, торговец смертью, часто использовал эту схему, чтобы, например, поставлять ангольским повстанцам болгарское оружие, указывая в документах Гану как конечный пункт назначения. Черный рынок играет еще большую роль. Это поток товаров, изначально незаконно полученных и незаконно распространенных. Те самые АК с серого рынка, попав в Анголу, могут затем разойтись по африканскому черному рынку. Большая часть трафика идет через так называемую муравьиную торговлю, когда отдельные лица и слабо связанные сети покупают или крадут это оружие для переправки клиентам. И как у любого товара, цена колеблется. Исторически АК можно было купить за любую цену, от живой курицы до кровавых алмазов. На это влияют 4 фактора. Первый – политическая нестабильность. В стране, где назревает конфликт, спрос и цена резко растут. Цена на АК – это барометр будущего насилия. Например, в 2005 году в Ливане АК стоил всего $300, но через несколько недель после убийства бывшего премьер-министра Рафика Харири цена подскочила до $600. Люди готовились к хаосу. Второй – расстояние и границы. Чем дальше покупатель от продавца и чем больше границ нужно пересечь, тем выше цена. Например, АК может стоить на черном рынке около $500 в Детройте, но пересеките границу в канадский Виндзор, и он уже продается за 1000. Доберитесь до Торонто, и цена вырастет до 2000. И наоборот, чем прозрачнее граница, тем ниже будет цена. Третий – государственный контроль. Чем сильнее правительство регулирует рынок оружия, тем выше цена. Когда правительство падает, его способность контролировать что-либо исчезает, и цены на оружие обрушиваются. Контрабандисты уходят на более выгодные рынки. Именно поэтому после распада СССР оружие хлынуло в такие страны, как Сомали и Йемен. И, наконец, четвертый – бренд. Как и у любого товара, у АК есть репутация. Благодаря своей простоте, надежности и десятилетиям маркетинговой кампании в виде войн, он стал выбором по умолчанию для любой начинающей группировки. То, что именно этот автомат доминирует в незаконной торговле, результат не только его гениальной конструкции и советской стратегии, но и структуры мирового рынка. Как только победитель определен, уже произведенное оружие начинает циркулировать в замкнутой системе. Нет необходимости постоянно обновляться. Основные затраты уже понесены, и обучить солдата на 40-летней модели намного дешевле, чем найти дилера, купить новое оружие, а затем обучить бойца работе с ним. Чтобы пошатнуть доминирование АК-47, потребуются не просто улучшения, а революционные инновации в стрелковом оружии. Что-то, что радикально превзойдет его надежность, стоимость или даже его бренд. А до тех пор мы будем и дальше видеть войны, которые ведутся одним и тем же оружием, снова и снова переходящим из рук в руки, каждый раз, когда падает правительство и появляется новый претендент на власть. Думаю, мы увидим, как первые восстания 22 века будут вести с помощью АК-47. Возможно, даже первое восстание на Марсе.